12 мая 1837 года поэт-декабрист Александр Бестужев писал о Цибильде. «Около 1 июля мы двинемся из Гагры. Там народ боевой и природа ужасна трудностями. Надо будет по отвесным склонам пробивать дорогу под пулями врагов, под градом каменьев и стрел». 12 мая 1874 года в журнале «Кавказ» начальник Сухумского отдела генерал Гейман, отмечая, что топоговодство значительно усилилось и плантации стали разводить по всем округам Абхазии, писал, что в Сухуме уже около года существует табачная фабрика, где приготавливаются изделия из местного табака, называемого «сухумский». 12 мая 1906 года в журнале «Сельский хозяин» в статье «Черноморская авантюра» отмечалось, что отводимыми участками на Кавказском побережье пользовались главным образом, далее цитата, различные аферисты. Да, Сухум – город древний, исторический, теперь совсем становится современным, спекулятивным, с горечью писал автор статьи Васюков. Нужно бороться с этим злом, не отдавать же чудную богатейшую страну в пищу алчным, не знающим удержа аферистам. Конец цитаты. 12 мая 1916 года в кинотеатре «Олимпия» состоялась премьера картины «Мировая война». Эта картина дает возможность зрителю на время перенестись в те места, где чудо-богатыри России и ее союзников стойко выдерживают яростный натиск германцев, жертвуя своей жизнью на благо Родины, писала одна из местных газет. 12 мая 1985 года в Сухуме у Национального музея состоялось перезахоронение праха первого профессионального абхазского художника Александра Ширвашидзе. График, живописец, сценограф, искусствовед и художественный критик Александр Ширвашидзе в начале 20 века был одним из самых известных сценографов петербургских императорских театров Мариинского и Александринского. Работал на равных с такими выдающимися художниками, как Бенуа, Головин, Серов, Рерих, Пикассо и другими. В 1918-19 годах жил в Сухуме, и по его инициативе была открыта детская художественная школа, где он вел уроки рисования. В русском балете Дягилева Ширвашидзе проработал сценографом с 1920 по 1948 годы. В 1958 Ширвашидзе прислал в дар своей родине около 500 работ. Художник скончался 17 августа 1968 года на 101 году жизни в пансионе для престарелых в Монако и был похоронен в Ницце на русском кладбище. Только 12 мая 1985 года в столице Абхазии Сухуми в сквере перед Государственным музеем состоялось перезахоронение праха абхазского художника. Его работы хранятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии, Государственном русском музее, Театральном музее, Театральной библиотеке в Санкт-Петербурге, Театральном музее имени Бахрушина в Москве, в частных коллекциях России и во многих странах мира. 12 мая 1991 года Борис Ельцин и президент СССР встретились с лидерами Абхазии и 15 автономий России. Поводом для встречи стало совместное заявление руководителей Абхазии и 15 автономий России. В нем они требовали рассматривать автономии СССР как полноправные субъекты при подписании союзного договора. В результате переговоров было решено, что бывшие автономии подпишут союзный договор в качестве субъектов РСФСР и СССР одновременно. 12 мая 2010 года в Сухуми состоялся съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Оппозиции необходимо доказать обществу, что у нее есть устойчивая система ценностей, четкое политическое кредо, ясное стратегическое видение будущего. Это и позволит ей стать реальной альтернативой власти, заявил на съезде сопредседатель Форума народного единства Абхазии Даур Аршба. 12 мая 1917 года родился Баграт Шинкуба, народный поэт Абхазии, общественный и государственный деятель, кавалер ордена Ахтябша первой степени, народный писатель Адыгеи и Кабардино-Балкарии, лауреат государственной премии имени Гулия, академик Академии наук Республики Абхазия, кандидат филологических наук.
Выпускник Сухумского государственного педагогического института. Окончил аспирантуру Института языкознания Академии наук Грузинской ССР. Баграт Шинкуба являлся активным участником национально-освободительного движения абхазского народа. Он один из авторов письма в ЦК КПСС о притеснении абхазского народа Грузии в 1947 году, за что подвергался преследованиям вплоть до смерти Сталина. В 1956-м Баграта Шинкуба избирают председателем Союза писателей Абхазии. С 1958 по 1979 годы был председателем Президиума Верховного Совета Абхазии. Трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР, а также народным депутатом СССР. Более 10 лет был председателем комиссии Совета министров Абхазии по присуждению государственных премий имени Гулия. С именем Баграта Шинкуба связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах «Мои земляки. Песня о скале». На основе последнего был снят художественный фильм «Белый башлык». На многие стихи поэта «Махаджирская колыбельная», «Партизан», «В белой кофточке» и другие написаны песни, которые часто воспринимаются как народные. Стихи «Партизан», «День Победы», цикл стихов о Владимире Харазия, баллада «Прекрасная Гунда» посвящены Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Историко-философский роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» стал поистине выдающимся событием в абхазской литературе. Весомым вкладом в абхазскую прозу признан и роман «Рассеченный камень». Шинкуба – автор ряда научных работ, посвященных абхазскому языку, фольклору и этнографии. Он составитель сборников фольклорных текстов, в том числе «Абхазские сказания», «Приключения Нарта Сосрыквы и его 99 братьев», «Золотые россыпи», «Абхазские устные народные сказания и этнографические материалы» и другие. Баграт Шинкуба ушел из жизни 24 февраля 2004 года. 12 мая 1921 года родилась Лилия Акаба, кандидат исторических наук, этнограф. Выпускница Московского государственного университета. Окончила аспирантуру при Институте этнографии Академии наук СССР. Акаба исследовала широкий круг вопросов этнографии абхазов, быт и культуру, брачно-семейные отношения, абхазское народное творчество. Ею исследованы наиболее архаичные ритуалы, связанные с почитанием деревьев, лесов, гор, выявлены исторические условия, которыми были обусловлены их возникновение и развитие. Лилия Акаба – автор более 30 научных работ. Ею написаны статьи для Большой советской энциклопедии и книги «Мифы народов мира». 12 мая 1944 года родилась Татьяна Чукбар, кандидат химических наук, доцент Абхазского государственного университета. Выпускница Новосибирского государственного университета, окончила аспирантуру в Московском педагогическом государственном университете. Работала в научно-исследовательском секторе этого же вуза до 1985 года. Возвратившись на родину, Чукбар работала в Абхазском государственном университете. В 1999-2009 годах она возглавляла химическую лабораторию экологического мониторинга в Государственном комитете по экологии Республики Абхазия. 12 мая 1958 года родился Галус Трапезанян, герой Абхазии, депутат парламента Абхазии второго созыва. Выпускник Ворошиловградского педагогического института, работал учителем Гагарской средней школы. В период грузино-абхазской войны принимал активное участие в боевых действиях, получил тяжелое ранение, был командиром 3-й роты армянского батальона имени маршала Баграмяна. Участвовал в мартовской, июльской, сентябрьской наступательных операциях, принимал непосредственное участие в освобождении населенных пунктов Цугуровка, Нижняя Яштхва, города Сухум. После войны был заместителем министра образования Республики Абхазия, председателем правления армянского культурного общества «Крунг», председателем Пенсионного фонда Республики Абхазия. За последние 10 лет в день 12 мая самая высокая температура была зафиксирована в 2012 году – это 23 градуса, самая же низкая в 2008 – 10 градусов.